ребята, новый день, новый влог. Сегодня у нас намечается очень интересный день, поэтому оставайтесь вместе со мной. Приятного просмотра. И по традиции давайте вместе накрасимся. Я разложила здесь палетки, кисти, чтобы сделать базовый такой повседневный макияж. Не хочется обычные теплые оттенки, тянет холодным, поэтому вот в этой гамме сейчас что-нибудь смастерим. 8 часов утра. Нас сегодня ждет 2 концерта и 1 съемка. И весь день я буду со своей мамой. Из новостей я заболела. Ну, наверное, по голосу слышно, да? Если даже вы болеете, вставайте и двигайтесь. Всегда так в детстве говорили и срабатывало. Я буквально за 1-2 дня выздоравливала. Так, показываю, что получилось. Последний штрих, добавим блестки в уголки глаз, а именно вот этот холодно-фиолетовый. Сейчас вы увидите, как преображается весь макияж, когда вы добавляете блестки в уголки глаз. Это освежает вас. Так. Так, нужно немножко здесь стушевать. 5-минутная укладка готова. У меня вообще кудри, не кудри, все это держится около максимум часа, и все, потом они уже спускаются. Это просто у меня волосы такие тонкие, короче, не густые. Что мы оденем с вами? Ой, под мой макияж сегодняшний. Такой хамелеон, желто-фиолетовый или какой. Прям под ногти, под макияж. Всегда, когда дело касается украшений, моя фантазия заканчивается. Всегда под руку попадаются кольца, и я их одеваю. Это удобно, быстро и женственно. Выключаем. Поехали. Рюкзак у меня, как всегда. Взяла штатив. Надо зарядку, да, кстати, взять. Так. Берем. Какой строй. Ой, блин, оделась. Говорила, что буду одеваться женственно, но получилось как всегда. Не, ну если в этот образ добавить каблуки, то получится очень даже женственно и стильно. Но у меня сломался замок в моих каблуках. Поэтому кроссовки, welcome. 9 часов, и мероприятие начнется в 10. Мы едем в Кыргызский экономический университет. Приехали в Кыргызский экономический университет. Я хотела поступить сюда, потому что здесь есть факультет туризма. Думала, рассматривала, мы приезжали. Сам концерт, оказывается, начинается в 10:30, а у нас в 11 второй концерт. По плану, оказывается, мы почти последние, и надо как-то передвинуть, чтобы мы все успели. Как я поняла, здесь учителя с разных школ. Не с одной, не с университета, а именно много учителей. Надеюсь, я встречу знакомых. Нас выгнали с этих мест. И мы здесь перекантовались. Ну, как бы, это должно тоже учитываться, что артисты тоже люди и тоже могут хотеть сидеть.
сейчас после этой девочки мама будет выступать, я ее сниму на камеру. Понимаете, Инстаграм, нужно вести Инстаграм качественно, тем более, если это твоя работа. Спели, вышли, там была ужасная аппаратура. Мы едем в 4-ю гимназию, это дальше 1000 мелочей. Это старая песня, да? Ее? Да. Погода супер, солнечно, везде уже трава есть. Школа номер 4, гуманитарно-правовое направление. Пока мама готовится, мы с вами поговорим. Мама взяла 2 платья, но решила не переодеваться. Очень весело. В общем, я немножко приболела. Говори. Ты же еще утром говорила. Я решила еще раз вам об этом напомнить. Короче, кто первый придет. Кто первый придет, тот первый споет. Вот так. Вот такая вот система. Да? Так что вперед из песней. Нам сказали, в общем, что мы пойдем 1 апреля в универ. Да? Пропала моя поездка в Турцию. Ну ничего, мы поедем в Кегипте в горы. Да, очень удобно. Здесь, наверное, летом проводят всякие мероприятия. Здесь тоже удобно. Видите, сколько пространства. Тоже хочу здесь учиться. Опять в школу хочу. Лицо, да? Классно сделали, да? Зелени очень много. Уютно смотрится. Еще ковер, и все, можно здесь жить. Нашли столовую. Самое важное нашли, мам. Вау, вот это понимаю, ребята. Да, поменьше. Но удобно, что из-за кулисья можно спрятаться. Здесь капец тесно. Еще вот это стулья тащат. Вот в таком прекрасном месте приходится ждать. Такое маленькое помещение, пыльно. Я вообще-то раньше не любила растения. Но, оказывается, разница есть. Да, главное вот такие необычные, да? Да. На 2-м, да? Что это за растения с шипами? Бойга. Это школьников пугают. За 2. И закончили. В общем, пока я там стояла, одна женщина наорала мне, она сказала, чтобы я не выставляла то, что я снимаю. Было так обидно. Ну ладно, таких еще будет миллион, миллиард. Конец истории. Несмотря ни на что, нужно быть на позитиве. Это мама сказала. Да, это мама сказала. Все на негативе, а мы должны быть на позитиве, как мама говорит. Такие есть. Ну, действительно, что брать на себя? Пусть они со своим негативом подавятся. Они не должны распространять. Если они на негативе, плохое настроение, ну зачем грубить другим? Да. Если вам нагрубили, то не воспринимайте. Не берите на себя. Так всегда, когда я куда-то езжу, потом прихожу и убираюсь. Я очень пунктуальная и везде не опаздываю. У меня такой срач. Мы дома. О, да. У нас до вечерней фотосессии есть еще время, поэтому мы решили вернуться домой, покушать сладкого. Сейчас поставлю загружаться новый влог. Там нужно определенное время, чтобы там и качество полностью зафиксировалось, и описание, название, фотографию, обои, обложка и так далее. У меня как получается? Чтобы мне заснять новый влог, мне нужно избавиться от старого и выгрузить все с телефона. Приходится пропускать дни, не снимать, чтобы до конца домонтировать, приготовить видео, загрузить его, выгрузить телефон и с чистым сердцем начать новый влог. Да, все очень сложно, но это пустяки. Если подумать, что вам нравится, если вы смотрите, я вижу какую-то отдачу и понимаю, что Ранеля, действуй, все твои труды
они того стоят. Поэтому прошу вас поддержать меня, я буду больше снимать, все это будет улучшаться, усовершенствоваться. На данный момент я привыкаю к этому формату, чтобы держать телефон, везде с собой рядом все снимать, да, вдруг в случае чего. Раньше я-то снимала только сидя на одном месте. Обязательно пишите в комментариях, нравится, не нравится. Ваше мнение, оно учитывается, я его читаю, и благодаря вашим комментариям мои видеоролики становятся намного интереснее, намного смотрибельнее, да, такое слово вообще есть. Вы мои самые мощные мотиваторы, мои моторчики. Идемте переодеваться, а потом почитаем. Нет, сначала покушаем, потом немножко отдохнем, вкратке полежим, ютубчик посмотрим, потом почитаем. Мое включение, я снова здесь. Уснула я примерно на часа 2. Прежде чем идти спать, я из себя все убрала, весь макияж, потому что ложиться спать с макияжем нельзя. На вечернюю фотосессию я придумаю что-нибудь другое. Что это я буду в одном и том же, это неинтересно. Сейчас я накрашу свою маму. Вы посмотрите на результат и оцените. Так каждый раз, когда я делаю макияж кому-то, вот все это смешивать, регулировать интенсивность. Все, мы вышли, подготовились, вся одежда. Вот еще. Сколько нарядов всего у вас? Около 3-4. Приехали слишком рано. Еще у нас 40 минут есть, мы в 4:20 приехали, а начнется в 5. Оставим. Вот это вот. Нерде. Здрасте. А? Нет, там еще 4-я есть. Ага. Все, повесили вещи. В 5 встретимся. Я сделала себе макияж такой кошачий. Такой повседневный вроде. Ну, вроде не повседневный. Новые джинсы, да? Нашли супер место, чтобы посидеть. Мама в шоке. Здесь вход такой, прям бомба. Мамин первый образ готов. Такой нежный, молдаваночка. Хрусткая. Владка, что-то классное. Ну-ка, сейчас сниму. Сессия в разгаре. Одно платье осталось. Вот он еще будет фоткаться. Ребята, смотрите, как красиво. Обожаю, что в последнее время прям таки тянет к таким, знаете, картинам, которые нарисованы маслом или там мазками. Прям приходите любоваться красотой вот этой. Изар только что принес мне свет, когда я уже закончила все снимать. Пошел уже 2-й час, вот мама уже ушла. Настроение супер, вот знакомьтесь, Нуриза. Познакомились мы на фотосессиях. Еще будешь приезжать? На каждой фотосессии, собственно. Все, я уже завязала волосы. А когда я завязываю волосы, это значит уже все. Ранеля устала, запарилась с волосами. Как вам вот этот фон? Надеюсь, у вас настроение прекрасно. Завтра уже 8 марта. Я буду снимать отдельный влог. Полный влог с 8 марта вы можете найти у меня в инстаграме. Переходите по ссылке в описании. Макияж. Такой простой, быстро сделала, но в целом, оказывается, мне идет. Я думала, что будет слишком азиатское, что у меня и так века азиатское. И что? Фотоаппарат?
Смотрите, что мне подарила Мэри. Спасибо большое. Это надо во влог же заснять. Что это? А, это подол. Вот это, да? Почти похожее, да? Спасибо, теперь буду носить с пальчиками. Это наш праздничный стол на 8 марта. ММД, шоколад, вино, энергетика. Сейчас мы будем снимать тиктоки. Тикток. Движение я не знаю, но мы сейчас выучим что-нибудь. Что-нибудь замутим. Изар нам готовит свет. Штативчик. Да, как бы второй подбородок не был виден. Мы вышли с фотосессии и едем в сторону Бишкек-парка, чтобы найти вот эту человека Лоло. Да, Лоло, он ищет свои сестренки. Но я туда поеду домой, а ребята там сами продолжат. Ну что, подведем итоги сегодняшнего дня. Так, пройдемся по списку. Влог сняла, голову, макияж себе сделала, в 9 на концерт съездили, макияж маме сделала, фотосессия в честь 8 марта прошла, и монтаж нового видео, это я сделаю обязательно после того, что покушаю. Завтра 8 марта, нужно снять влог. Будет потрясающий день, у меня расписан он с утра до вечера, поэтому вы будете вместе со мной. Спасибо, ребята, вам за просмотр, всех целую, всем спасибо, всем пока-пока, до следующего видео, то есть до завтра.